Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые учащиеся, студенты, участники мероприятий, преподаватели. Во-первых, хотел поблагодарить, что подошли на это мероприятие. Мы не случайно проводим именно такую тематику. Сегодня проводим час по вопросам именно профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Тема актуальна, потому что очень часто недостаток, может быть, культуры внутренней, недостаток правовых знаний, и на практике такие случаи приводит к тому, что молодые люди совершают правонарушения, преступления, надо своей судьбы. И здесь, конечно, мы хотели бы просто немножко сегодня рассказать о состоянии вообще законности в этой сфере, о статистике, можно статистику привести среди правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, совершенных в этом году и в прошлом году. Вот. И какие наиболее все-таки серьезные проблемы остаются среди молодежи, тоже бы хотели обратить внимание, поскольку у нас достаточно серьезная проблема остается все же еще и вопросы незаконного оборота наркотических средств. Поэтому мы пригласили здесь представителей соответствующих органов для того, чтобы вам эти вопросы немножко осветили. Позвольте представиться, Петров Альберт Иванович, старший помощник прокурора Чувашской республики по правовому обеспечению взаимодействия с общественностью. Я занимаюсь вопросами организации работы органов прокуратуры по правовому просвещению населения, поэтому и проводим сегодня такой правовой час. И также представлю своих коллег, которые сегодня у нас принимают участие в мероприятии. Это коллеги из МВД по Чувашской республике, в частности, принимает участие в мероприятии Чепурин Наталья Альбертовна, заместитель начальника отдела организации деятельности участковых полномочий полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, начальник отделения по делам несовершеннолетних МВД по Чувашской республике. Тема выступления – ее профилактика преступности среди несовершеннолетних. Также у нас сегодня принимает участие другой представитель Министерства внутренних дел Матвеев Денис Юрьевич, оперуполномоченный по особо важным делам управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской республике. Тема выступления о правовых последствиях осуществления деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и других психоактивных веществ. Прошу внимания и потише, пожалуйста, очень сложно вести работу. Также мы пригласили на это мероприятие и представителей общественности, в частности, представителей активных общественных организаций, которые принимают участие совместно с правоохранительными органами по вопросам профилактики правонарушений преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психоактивных веществ. Я пригласил на мероприятие, в частности, Варлашкин Максим Владимирович принимает участие, руководитель Чувашского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Тема выступления об участии Молодой гвардии Единой России в деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков. У нас принимает участие в мероприятии Лукин Кирилл Владимирович, председатель Чувашской республиканской общественной организации «Здоровая нация». Тема выступления о деятельности ЧО «Здоровая нация», направленная на противодействие незаконному обороту и потреблению наркотических средств и других психоактивных веществ. Кроме того, у нас есть органы молодежного самоуправления. Прошу, пожалуйста, потише. Вы, может быть, слышали, а может быть, еще и нет. У нас есть молодежный парламент, молодежное правительство при администрации города Чебоксары. Поэтому, в частности, сегодня у нас также принимает участие заместитель председателя молодежного парламента города Чебоксары Виктор Оксана Михайловна. Она присутствует здесь, также в первых рядах. И также хочу представить вам свою коллегу Савельева Олега Борисовна, старший прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Чувашской республики, который выступит по вопросам профилактики правонарушений в молодежной среде. Планируем далее показать вам определенные видеоматериалы. У нас это тоже план стоит. Прошу быть внимательными, можно задать вопросы. То есть, если какие-то возникнут вопросы, мы по ходу будем отвечать. Теперь я слово предоставлю Чепурин Наталье Альбертовне. Еще раз по вопросам профилактики преступности среди несовершеннолетних. Хлопот не нужен пока. В конце моего выступления, значит, как уже представили, я являюсь начальником отдела по делам несовершеннолетних МВД по Чувашской республике и могу рассказать вам о всех проблемах, которые существуют среди несовершеннолетних в нашей республике.
Но начну я с того, что все здесь присутствующие лица готовились к этому выступлению, изучали проблемы, в частности и я, поэтому можем вам рассказать. Но может случиться другая ситуация, что кто-то из вас попадет уже к нам. То есть сейчас мы пришли к вам с добрыми намерениями рассказать вам об ответственности за правонарушение. Но случится так, что попадете вы в отдел полиции, но, к сожалению, незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому я из такой доброй тети превращусь в злого змея Горыныча и буду привлекать и вас, и ваших родителей к ответственности по всей строгости закона. Поэтому, пожалуйста, послушайте и не допускайте нарушений. К сожалению, проблем правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних, существует на протяжении всего периода человечества. В течение последних 5 лет преступность среди несовершеннолетних на территории республики оставалась стабильной. По итогам 2016 года, по сравнению с предыдущим, снижение подростковой преступности произошло на 10%. Всего подростками за год совершено 464 преступления. Количество подростков, совершивших преступления, сократилось также на 10%, в том числе количество учащихся образовательных организаций. К сожалению, возросло количество подростков, учащихся средних специальных образовательных организаций и высших образовательных организаций, совершивших преступления. Это говорит об определенной расхлябанности данных слоев учащихся. Наиболее распространенным видом правонарушений и преступлений является хищение чужого имущества, в том числе кражи. Их совершено больше половины, 277. Грабежи у нас лидируют, разбои. Возросло количество неправомерных завладений подростками автотранспортных средств, то есть угонов. Их количество возросло практически в 4 раза, с 11 до 52. А также совершение несовершеннолетними мошенничеств. Также возросло в 3 раза, с 7 в 2015 году до 26 в 2016. Особую тревогу вызывает рост количества преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения. По итогам 2016 года возросло практически вдвое. За 4 месяца текущего года уже подростками в состоянии алкогольного опьянения совершено 14 преступлений. В последнее время увеличилось количество совершаемых не только несовершеннолетними, вообще молодежью мелких краж из магазинов, квалифицируемых по статье 7.27 Кодекса об административных правонарушениях как мелкое хищение. Несмотря на проводимую сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних разъяснений... Я перебью немножко. Вы искать пришли сюда. Это очень важный вопрос сейчас обсуждается. Давайте будем внимательно слушать. Буквально мы вас на час постараемся задержать, но тем не менее, давайте внимательно друг друга уважать. Прошу прощения. В 2016 году несовершеннолетними совершено 202 таких деяния, а в 2015 году всего лишь 156. Причин совершения подростками правонарушений множество, от простого любопытства до желания испытать, видимо, острые ощущения, которые мы вам потом и дарим в органах внутренних дел. Среди определенных групп молодежи даже появилась мода на мелкие кражи. Сами знаете, в интернете постоянно выкладываются фотографии, ролики, вы хвалитесь друг перед другом, как говорится, добычей своей, но мы это тоже мониторим и устанавливаем лиц, которые этим занимаются постоянно. Но поскольку данные деяния граничат с преступлениями, то я хочу до всех довести, что хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного не превышает 2500 рублей. Но самое главное, что лицо, уже однажды привлеченное к административной ответственности, на основании изменений, внесенных в Уголовный кодекс с 3 июля 2016 года, то есть уже практически год действуют эти изменения, повторное совершение мелкого хищения уже влечет уголовную ответственность.
по статье 158 со значком 1 Уголовного кодекса со всеми вытекающими оттуда последствиями. То есть ни одна мелкая кража не проходит незамеченной. Кроме этого, за любое административное правонарушение материалы в отношении несовершеннолетних отправляются в комиссию по делам несовершеннолетних, где в обязательном порядке человек ставится на профилактический учет, а сумма штрафа даже за похищенную жвачку не может быть менее 1000 рублей. Поэтому имейте в виду и берегите свою жизнь, свое будущее. Хотела бы вам рассказать еще и о вовлечении несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, но об этом, я думаю, расскажет мой коллега. Вопросы есть? Спасибо за внимание. Ну и я напомню, дело в том, что одно дело вас привлекли к ответственности уголовной, да, не дай бог, конечно, я никому не желаю такого. Другое дело судимость. Судимость — это последствия на всю оставшуюся жизнь. Это что значит? Это означает, что человек потом не сможет устроиться в некоторые организации. Про крайний орган может забыть вообще. Органы государственной власти тоже под большим вопросом. Есть ряд организаций, где судимость тоже не допускается, поэтому это очень серьезная вещь. Более того, значит, человек, который совершил преступление, это может отразиться на его детях. Когда, допустим, дети будут трудоустраиваться, опять же, в определенные органы правоохранительные, в том числе, если захочет, допустим, устроиться, информация собирается, в том числе с родителей, где именно был результативный человек, в данном случае отец или мать и так далее. Дети могут сказать спасибо большое таким родителям, которые взглянули фактически свою репутацию на всю оставшуюся жизнь. Это очень важный момент, поэтому на это тоже мы должны обратить внимание. Да, еще раз представляю, Матвей Денисевич, правополномоченный по особо важным делам управления по контролю за оборотом наркотиков, о правопоследствиях осуществления деятельности, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Пожалуйста. День добрый, уважаемые преподаватели, уважаемые студенты. Цель моего выступления сегодня – предупредить о возможных последствиях, если вы будете заниматься незаконным оборотом наркотиков. Известно, что преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, являются у нас в обществе особо опасными, так как они направлены на разрушение нашего здоровья, нашей жизни, нашего целого общества. Как вам всем известно, наркотики влияют пагубно на наш организм. Особо опасным, особо новомодным среди молодежи являются наркотики при содержании синтетического происхождения, так называемые соли, спайсы, после которых их употребления уже идут большие изменения в нашем организме. Хочу вас уведомить о ответственности. Как всем известно, может, кто не знает, ответственность предусмотрена уголовной. Ответственность, которая выступает с 14 лет в статье 228, которая предусматривает в себе незаконное хранение, незаконный перевоз, незаконная переработка, незаконный сбыт наркотических средств. Особо опасным преступлением является незаконный сбыт, потому что оно направлено на уничтожение нашего целостного общества. В настоящее время происходит распространение наркотиков через сеть интернет. Также в суде это будет отмечаться как отягчающее обстоятельство. Также есть у нас статья 230 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она предусматривает в том, что если вы склоняете человека потребить наркотические средства, то есть достаточно всего лишь своему знакомому, своему другу просто предложить попробовать наркотическое средство. И вплоть это предусматривает лишение свободы до 8 лет. Также получается ошибочно думать, что нужно большое количество наркотиков, чтобы привлечь вас к уголовной ответственности. В некоторых рядах наркотиков всего лишь достаточно 0,01 грамма,
чтобы уже возбудить уголовное дело, которое может повлечь лишение свободы до 15 лет. Также получается, есть 231 статья Уголовного кодекса Федерации. Это незаконное культивирование растительных средств наркотического происхождения. То есть, если вы решили посадить наркотическое средство, то есть если вы культивируете незаконное растение наркотического происхождения, идет уголовная ответственность от лишения свободы до 6 лет. Также ошибочно думать, что если вы потребили наркотики, у вас невозможно будет привлечь к административной ответственности. Предусмотрено статьей 6.9. Это незаконное потребление наркотических средств. Вне зависимости, где вы потребили, дома, либо в гостях, либо в общественном месте. Это влечет от 4 до 5 тысяч рублей. Также будет на вас будет возможно обязанность проходить обязательное лечение в течение года либо 3, как назначит вам суд. Также все вы знаете, что в настоящее время в сети интернет происходит предложение работать среди молодежи, то есть получить легкий заработок под предлогом курьера, либо рассыльника, либо другой информации. Особенно популярно среди молодежи. И все думают, что достаточно лишь один раз сделать это. Ну, в общем, по наркотикам можно сказать в целом, то, что это общественно опасное преступление. И во большинстве случаев суд никогда не идет на применение и не дает условный срок. Всегда бывают реальные сроки. Спасибо за внимание. Молодой гвардии Единой России в деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков. Я тебе потом погромче расскажу, не переживай. Вам расскажет Парлашкин Максим Владимирович, руководитель Чувашского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Здравствуйте, ребята. Давайте немножко расскажу, наверное, о «Молодой гвардии». Что такое «Молодая гвардия»? Это общественная организация, которая находится в каждом регионе нашей большой страны. Это 86 регионов на данный момент. Численность этой организации насчитывает сотни тысяч человек. Это ваши ровесники, увлеченные полностью в общественной деятельности, и которые ведут активный образ жизни. И не только на улице, либо в каких-то либо спортивных мероприятиях, но также, что немаловажно, и довольно современно, идут активный образ жизни и сети интернет в том числе. Вот. Взаимодействие с органами правопорядка мы осуществляем по профилактике наркотических средств и всех остальных нарушений закона в сети интернет. У нас есть отдельный проект, он называется «Медиагвардия». Это огромный большой проект, который вызвал огромный интерес во всей России. Его поддерживает каждый регион. В каждом регионе есть отдельное отделение ребят численности от 15 до 50 человек, которые ведут свою деятельность в свободное время в сети интернет, ищут контент, распространение наркотиков в сети интернет, присылают ссылки запрещенных средств
пропаганды. И сейчас в последнее время в сети, в социальной сети «Контакт» есть такая модная фишка, то что ребятам приходят сообщения по предложению заработка, подработки или покупки какого-то либо вещества. Да? Тоже мы эти вещи все отслеживаем, обязательно стараемся блокировать. Но сеть интернет настолько глобальная, что довольно сложно все отследить, но ведется огромная большая работа. Также с коллегами, с Кириллом и сотрудниками МВД, также с Оксаной, мы разработали на территории Чувашской республики, про деятельность расскажу, мы разработали небольшой такой план, как, допустим, можно определить рекламу наркотических средств на стенах, на графике нашего города. Да? Какие основные признаки присутствуют, как можно понять, что на данный момент на стене написана реклама, именно пропаганда наркотических средств. Была проделана большая работа, мы провели встречи с управляющими компаниями в администрации города, проработали с работниками управляющих компаний, где разъяснили, на что нужно обращать внимание, какие меры нужно принимать для того, чтобы эту рекламу на корню истребить. Сейчас потеплело, мы гуляем, и на самом деле видно, что эта профилактика приносит свои плоды, и обращений меньше, действительно видно, динамика спала, и самой рекламы тоже гораздо меньше. В целом, мы, наверное, общественные организации, мы готовы предложить какую-то либо альтернативу тем организациям, которые предлагают заработок, псевдозаработок, за которым многие бегут и преследуют какую-то цель заработать большие деньги. На самом деле оказывается в местах истории отдаленных, либо встречаются с органами внутренних дел. Мы готовы предложить альтернативу для ребят активных, потому что вы все активны, видно по задним рядам, особенно видно, как они не смолкают, постоянно говорят, мешают спикерам их неактивных динамиков. Очень сильно просвет, нам такие ребята нужны, особенно говорящие. Вот. Мы готовы вам предложить деятельность, направление, которое вы можете выбрать, вести вас и с нами вместе расти, добиваться определенных успехов, которые вам поможет потом при трудоустройстве какие-либо места, которые вы, в принципе, сами хотите. Мы сотрудничаем со многими организациями, как коммерческими, так и государственными. Вот, в принципе, наверное, все. В целом, углубляться не буду. Общественная организация – это большое-большое объединение, которое ведет много разных направлений. Что касается наркотических средств и профилактики, я, в принципе, рассказал. Добавлю, наверное, кто захочет вступить в организацию, есть социальные сети ВКонтакте, группа «Молодая гвардия Чувашской республики», есть кнопочка, сообщения, пишите, мы с вами обязательно свяжемся и встретимся потом. Ну, прежде чем передать слово другому выступающему, расскажу вам небольшой случай, буквально позавчерашний, про студента одного из вузов города Чебоксары. Несколько дней назад первокурсник, отдыхая с друзьями, употребил, все они там втроем курили соли, так называемые. На следующий день они продолжили это веселое мероприятие, уже употребив еще дополнительно водки. Естественно, они уже перестали соображать, что они делают и как. Зашли в одну из парикмахерских города, устроили там погром, соответственно, были задержаны и доставлены в отдел полиции, где вели также себя неадекватно. Пришлось применить к этим подросткам физическую силу, наручники и так далее, поместить в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где, протрезвев, молодые люди вспомнили, что у них началась сессия, и что им срочно нужно сдавать экзамены и зачеты. Но состояние их было настолько удручающее, что пришлось мне лично походатайствовать и поместить их в республиканскую психиатрическую больницу, где они проведут ровно месяц. А сессию будут сдавать, видимо, потом летом. Поэтому подумайте, причем двое мальчиков дружат с девочками,
которые, в принципе, отличницы, также обучаются на первом курсе. Зачем вам такие друзья и зачем вам такое будущее? А, к сожалению, уже помещение в психбольницу и освидетельствование на наличие наркотических средств клеймо накладывает на ваше будущее, на вашу карьеру и на будущее ваших детей. Поэтому, конечно. Я дополню, буквально сегодня утром мы делимся с коллегами со всей России определенной новостной сводкой. И хотел вот умолчать, но скажу, буквально из-за употребления таких наркотических средств сегодня утром погибло один подросток погиб, один получил ожоги, залезли на веб, после чего один подросток решил похвастаться, я не знаю, что в голове происходит у этих людей в данный момент, сказал, вот что я могу, и схватился за высоковольтный провод. Естественно, моментальная смерть, сгорел и упал. Ну, вот такое последствие, вот ваш случай, наверное, более такой Доброжелательный, благоприятный. Но, к сожалению, такие вот вещи тоже присутствуют, мы постоянно обмениваемся, постоянно отслеживаем. Такая вещь тоже есть. Ну а теперь мы представляем слово Кириллу Владимировичу Лукину, председателю Чувашской республиканской общественной организации «Здоровая нация». Пожалуйста, Кирилл Владимирович. Разрешите, ребята, мы пока еще подойдем, чтобы смотрю, не растеряли много внимания, долю. Ребят, вообще говорить о здоровой нации, наверное, только не стоит сегодня. Сегодня все-таки такой час, который направлен на ваши правовые знания. Хотел бы вообще поделиться впечатлением, пока я сидел, смотрел, как вы слушаете, как воспринимаете людей. Вот есть определенный угол, да, у нас тут. И вот сидят вот не только мальчики, но сидят еще и девочки, да, и притом так громко что-то обсуждают, бурно, пытаются вызвать себя внимание. Момент такой, ребят. Я сам вырос тоже на улице, я уличный мальчик, я никогда не был там ботаником, закончил школу на тройке, правда в СУЗе я уже потянулся, стал ударником, да, спасибо большое, без нее мне сегодня было никак. И вот, ребята, к чему это все веду? Потому что те моменты, когда вы сегодня себя как ведете, вы вспомните через 5, через 10 лет. Можете вспомнить, когда у вас будут ваши дети. И вам будет, знаете, как стыдно, ребята, в этот момент. Вы начнете понимать, что вы вели себя настолько по-детски, настолько по-глупому. А теперь о более взрослых вещах. Помимо того, что я являюсь представителем общественной организации, а также являюсь членом Общественной палаты Чувашской республики, помимо этого еще являюсь членом Общественной наблюдательной комиссии по Чувашской республике, в чьи полномочия входит контроль за исполнителем, за, скажем так, бытом лиц, находящихся в местах лишения свободы. Но знаете, меня очень всегда удивляет та молодежь, которая с какой-то, не знаю, долей, может быть, романтики, думает, что если попадут они в места лишения свободы, они будут себя там чувствовать хорошо. Меня удивляет очень, когда я в соцсетях часто переписываюсь с молодежью, вижу у них на их аватарках там, особенно сейчас была игра очень такая известная. Нет, не «Синий кит», я не про другое говорю, очень известная игра ВКонтакте была, по-моему, называлась «Колония» или что-то такого. Иванович, я вас останавливал. Вы, молодые люди сзади, вы почему в головном уборе находитесь? Вот элементарно культура должна быть такая или нет вообще? Почему себе позволяете такое поведение? Это уже несерьезное восприятие. Спасибо. Итак, ребят, продолжим. Была игра такая «Тюряга», да. И там вот, я вспомнил название игры даже, и там сидели тоже, помню, как ребята, при том, которым по 12-14 лет сидели, это обсуждали, я читал, что они обсуждают. Вы знаете, что у нас в дворе то же самое, я там самый главный. Вы знаете, самое интересное, ребят, дальше. Когда вот такие ваши одногодки, ваши друзья попадают в отделение полиции, или там их задерживают, сколько раз я видел слез людей. Когда буквально минут 10 назад они стояли и кричали, что они там готовы всех побить, готовы там всех порвать, попав в поле зрения сотрудника, они начинают рыдать. И, кстати, вот хотел бы, знаете, пока пользуюсь случаем, я часто многих из вас вижу алкогольное опьянение, вот знаете, в районе Перекрестка. Вот особенно за них этих лиц. И, ребят, у меня фотопамять очень хорошая, поэтому смеяться не надо, я могу покажу, даже сказать, кто тут был. Поэтому это на будущее, ладно? Поэтому знаете, что вас люди видят,
Вы все равно что находитесь в поле зрения всех людей. Так вот, немножко отошло от тематики. Если говорить об как раз лицах, которые находятся в местах лишения свободы, ни одного из них еще не видел, который радостно бы сказал бы, что мне тут хорошо, тут хочу. Да, бывают исключения, люди, которые, понимая, что они получают там еду, они там получают ночлег, получая медицинское какое-то обеспечение. Но представляете, эти люди, насколько они слабы в социуме, не могут заработать, не могут позволить себе обеспечить едой, не могут себе позволить обеспечить какой-то одеждой, что они идут даже на такие вещи, вот на мелкие хищения, даже чтобы попасть в эти места. Хотите сравнивать себя с ними? Пожалуйста. Статус зачастую таких людей бомж. Вы чувствуете себя такими? А теперь вы понимаете, на что вы равняетесь, когда себя так видите. Вы всегда ориентируетесь на то, что там будет большинство таких людей, и вам придется с ними дружить, общаться как-то. А если, не дай бог, будете в одной камере, в которой 4 человека, вам придется с ними кушать за одним столом. Это вот одно из последствий, ребят, к сожалению, очень трагичных. Помимо этого, хотелось бы поделиться опытом практическим. Буквально вчера мы выходили в рейд совместно с управлением общественного порядка, по-моему, выходили в рейд и зашли за одного кафетерия, где раскурят кальян. Кстати, хочу вам напомнить, что курение кальяна в помещении запрещено, потому что это то же самое, что и сигареты, тоже попадает под ФЗ номер 15. И то есть касается всех, и касается тех, кто курит, и тех, кто разрешает курить. Вот, зашли. Знаете, такая интересная компания была, 4 молодых людей. Вроде достаточно приятные, приличные ребята, да, но студенты одного из СУЗов Чувашской республики. Притом они сделали такие большие глаза, когда увидели, что мы к ним подошли, начали спрашивать с их возрастом. Оказалось, что они все несовершеннолетние. Вот, ребят, хотелось бы вот опять же подчеркнуть то, что они сегодня попались уже в поле зрения сотрудников охранных органов, потому что они раскуривают табачные изделия в кафе и после 22. Но помимо этого есть еще и ребята, которые, кстати, очень часто бывает подталкивают к этим моментам. Они тоже являются нарушителями. Поэтому, ребят, когда у вас есть в ваших компаниях, если несовершеннолетние, я вам напоминаю, что есть такая статья, которая называется «Вовлечение несовершеннолетнего в процесс и табакокурения», есть статья «Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления алкогольных напитков». Это тоже все влечет административную ответственность. Поэтому я вам желаю, ребят, обращайте на эти вопросы большое внимание. Все-таки мы с вами люди, мне кажется, соображающие достаточно. Люди прогрессивные, все-таки поколение 21 века, оно должно чем-то отличаться более лучшим от поколения 20 века. Я так считаю. Но мы с вами, надеюсь, точно не хотим равняться на людей, которые попадают в такие места и хотим быть как-то лучше. И вот, прежде чем уйду, я хотел маленький опыт такой жизненный. У нас в прошлом году был очень хороший проект реабилитации и социализации несовершеннолетних, имеющих опыт употребления наркотических средств. И вот в рамках этого проекта я очень много говорил с ребятами, с подростками. И вы знаете, я вот все больше и больше понимаю то, что ребята несовершеннолетние особенно, да, когда что-то делают, они никогда не думают о последствиях. И я всегда вспоминаю тех людей, которые попадают в онкологию. Вот был у меня случай, я пообщался с главным врачом онкологии, и я ему задал вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вам сколько вот людей попадает в онкологический диспансер, сколько из них бросает курить? Мне просто было очень интересно. 97% бросают. А другие 3 почему не бросают? Другие 3, потому что знают, что через неделю умирать. То есть им уже ничего не поможет. Но те 97, которые имеют хоть маленькую надежду, они начинают бросать курить, они начинают заниматься спортом, кушать, питаться правильно, высыпаются, не загорают на солнце, но это онкология, потому что связано, одна из причин онкологии тоже. Сразу занимается собой, сразу обращает внимание на своих родственников, своих родителей, да, на своих там детей, пытается все сделать от жизни. И вот задумайтесь, пожалуйста, тот момент, да, что онкология, она приходит, к сожалению, вот, очень стремительно. Она приходит сегодня, ее находит, она уже все есть. И с ней ничего не сделать. Вы понимаете, ребят, когда вы занимаетесь своим образом жизни, тоже бывает такое, что совершили правонарушение, да, там, перешли дорогу на положенном месте. А подумайте, как это может отразиться на вашем будущем.
Может, из-за того, что вы сейчас спешите, переходит дорогу в положенном месте, вас задержат. Пока будет стоять протокол, вы везде опоздаете. То есть, смысла того, что вы спешили, не было никакого. Будьте уверены, что ни один человек, практически, который попадает в ДТП с смертельным исходом или сбивает пешеходов, ни один из них не ехал и не говорил: сегодня я собью кого-нибудь. Ни один из них не думал об этом. Вы, выходя на улицу там, занимаетесь определенной деятельностью своей, вы никогда не думаете о том, что может быть последствия. Так бывают достаточно плачевные последствия, которые ломают всю жизнь. Бывают такие моменты, когда сидим, думаем: лучше бы я сегодня вообще сидел бы дома и ничего не делал. Поэтому, ребята, я всех призываю к тому, чтобы задуматься о будущем своем. И желаю всем здоровья и счастья. Спасибо. Действительно, тема затрагивается очень серьезная, проблема. У нас среди несовершеннолетних в феврале практически не было зафиксировано ни одного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Ни одного. И только в марте, в конце марта и в апреле сразу 24 факта. 24 факта незаконного сбыта наркотических средств, которые совершили несовершеннолетние. Это очень достаточно страшная вещь. Вообще за сбыт наркотических средств максимальное наказание, я хочу подчеркнуть, максимальное наказание пожизненное лишение свободы. Это достаточно самая серьезная статья. 228 со значком 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. И вот, может быть, сами эти люди, которые этим занимались, вот, несовершеннолетние имеется в виду, они просто не понимали, что они творят. И какое наказание их может ожидать. Вот. Мы пригласили, кстати, одно из учебных заведений, которое здесь присутствует, и эти несовершеннолетние, один из них, в частности, учится в этом учебном заведении. Это учебное заведение здесь есть. Я не буду говорить, какой пока. Вот. И я хочу сказать так. Значит, я хочу вас предостеречь насчет того, что вы смотрите, вы в социальных сетях, скорее всего, все есть, многие из вас есть, да? Вы являетесь активным пользователем сети интернет. Вы наверняка, соответственно, вам могут поступать различные объявления, вы можете увидеть различные объявления, в том числе о легком заработке. Вот. Предлагают заработать, скажем так, 20 тысяч рублей в неделю. Да? Когда начинаешь узнавать, что, в чем заключается работа, они предлагают работать с курьером, устанавливать закладки. Так называемые закладки с содержанием наркотических средств. За каждую закладку платит определенное количество денег тот, кто является организатором, да, данного бизнеса. Вот. И получается, несовершеннолетние клюнули на подобное объявление, значит, решили легко заработать денег и, соответственно, занимались этой деятельностью. То есть устанавливали закладки в различных местах, подъездах и так далее с наркотическими средствами. За каждую закладку мы обещали платить определенную сумму. Ну и, соответственно, были пойманы с сотрудниками правоохранительных органов. Суды все поломали, можно сказать, на будущее уже. То есть фактически это останется, во-первых, пятно, во-вторых, наказание ждет. Сами прекрасно понимаете, очень достаточно жестокое. И вот поэтому обращаю ваше внимание на такие вещи, да, то есть ни в коем случае никогда не соглашайтесь на подобные предложения. Потому что, извините, такие легкие деньги могут обернуться тяжелым сроком. Если вы думаете, что никто никогда и не узнает об этом, что проходили об этом все равно им станет об этом неизвестно, вы глубоко ошибаетесь. Различные есть возможности, есть различные приемы, с помощью которых выявляют подобных, скажем так, лиц, которые совершают данные преступления. Имейте в виду, есть различные возможности, об этих возможностях говорить мы не будем, чтобы не скрывать, но тем не менее, если думаете, что окажетесь неузнанными и не пойманными, это на самом деле не так. Вот поэтому обращаю ваше внимание еще раз на этот момент. Я хочу также передать слово своему коллеге, Савелию Арине Борисовне, старший прокурор отдела по делам совершеннолетней молодежи прокуратуры Чувашской республики. Ее завершающее выступление, и в конце мы хотели с вами вам показать видеоролики. Добрый день, ребята. Очень приятно вас сегодня видеть здесь. Вы все такие радостные, счастливые, красивые, умные. Все у вас хорошо, да? Вот скажите мне, пожалуйста,
Что у нас самое дорогое? Самое-самое дорогое и у вас, и у родителей. Что нам дается всего один раз? Правильно, всего нам один раз. Самое-самое дорогое это у нас жизнь наша, да? И вот как писал советский писатель Николай Островский в романе «Как закалялась сталь», да, помните? Жизнь – это самое дорогое у человека. И надо, говорит, ее прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за прожитые годы. Вот не зря я вам сказала, что вы сегодня сидите счастливые, радостные, красивые, все у вас хорошо, мама, папа рядом. Но в один миг, за одну секунду, ваша жизнь может как перевернуться в обратную сторону, если вы встанете на неправильный путь или сделаете неверный шаг. Вот кто-то в зале выкрикивал, говорил, когда вот предыдущий выступающий рассказывал вам про синики, про тихий дом. Ну, вы все знаете, я думаю, да, вы все бываете в интернете, общаетесь в соцсетях в последнее время или по телевизору. Об этом и в интернете очень активно выступают, пишут, передачи показывают про такую группу смерти, да, синики это называется, тихий дом по-разному, разбуди меня в 4:20, как еще называется, все вы знаете об этом прекрасно. То есть ни в коем случае не надо вступать в такие группы, поскольку они специально там обученные люди, кураторы, действуют на вашу психику, на голову, чтобы вас довести именно до самоубийства. Вот недавно коллега мой уже отметил, что я работаю в отделе несовершеннолетних. Вот каждый день мы изучаем дела в отношении несовершеннолетних, которых помещают в органы учреждения системы профилактики. Есть у нас такой орган, Центр временного содержания для несовершеннолетних, правонарушителей называется. 2 девочки вашего возраста, ну чуть помладше, приехали из одного района нашей республики специально, чтобы спрыгнуть с высокого, с многоэтажного дома, да? Слава богу, одна из них оказалась более умной, думающей. Предварительно взяли пиво, выпили и хотела спрыгнуть. И чем это закончилось бы? Оставила предсмертные записки, как она любит маму, как она любит сестренку. Ну, вроде все нормально было в семье. Но там действуют на психику, работают специально обученные люди. Слава богу, подружка оказалась более-менее думающей, позвонила в полицию, вовремя приехали. Этих девочек оттуда забрали, сняли. Приехала мать, но подключили специалистов. Слава богу, девочка живая и здоровая. Но статистика еще и говорит об обратном. В последнее время очень много среди подростков, в том числе из вашего возраста, которые как бы покончили жизнь самоубийством путем повешения, высокого этажа прыгают. Не забывайте о жизни, что она у нас жизнь самая дорогая, что оно самое дорогое то, что нам дается. И не забывайте о своих родителях, о братьях, сестрах. Вот некоторые думают, что можно жизнь прожить как бы несколько раз, надо успеть все сделать, и встают на неверный путь. А предыдущие выступающие, конечно, вам рассказали и подробно о состоянии подростковой преступности в нашей республике и о некоторых видах правонарушений, преступлений. Но я в своем выступлении хотела бы именно конкретизировать еще виды ответственности. У нас по действующему законодательству есть дисциплинарная ответственность, административная ответственность, уголовная ответственность и материальная. Вот вас всех, которые вы в зале сидите, всех уже можно привлекать, то есть техникум, руководство техникумов, то есть других учебных заведений уже может привлечь к дисциплинарной ответственности. За что? Здесь можно перейти к вашим обязанностям. Вот, прекрасно все вы знаете, что все мы имеем права, да, на жизнь, на образование, на здоровье, на неприкосновенность жизни. Но есть у нас и обязанности. Самая основная наша обязанность какая? Ваша имеете в виду? Учиться, да, пока, на данный момент.
Закон об образовании говорит, и семейный кодекс говорят о том, что несовершеннолетние обязательно должны получить среднее общее образование. То есть либо вы в школе обучаетесь до 11 класса, либо вы поступаете в техникум и получаете там среднее общее образование. То есть по программе 10-11, да, продолжаете обучаться. Вот это самая ваша основная обязанность на данный момент – учиться и еще раз учиться. Также закон об образовании говорит о том, что если у вас есть пропуски, или если вы не сдали по каким-то предметам зачеты и экзамены, то что вы должны сделать? Обязательно должны их ликвидировать. А также вы должны соблюдать правила внутреннего распорядка, да, в техникуме. За нарушение правил внутреннего распорядка, то есть за то, что если вы не будете учиться, систематически пропускать учебные занятия, то на вас руководство техникума смело по закону об образовании может налагать дисциплинарное взыскание. Это, во-первых, это первая ответственность. Да? Еще у нас есть административная. Вот я не была, у меня там на столе лежит кодекс об административных правонарушениях называется. Если вы совершаете правонарушения, которые запрещены, то по этому кодексу вы подлежите к административной ответственности. С какого возраста у нас наступает административная ответственность? Кто знает? Нет, неправильно. С 16 лет. Вот. Если вы совершили, то вас можно смело привлекать. Какие же у нас в основном правонарушения совершают несовершеннолетние? Практика показывает, что в основном совершают мелкие хищения, мелкое хулиганство. Также не забывайте, что предусмотрена административная ответственность за появление в любом общественном месте в состоянии наркотического, алкогольного опьянения. Также предусмотрена административная ответственность за потребление наркотиков, психотропных, алкогольных напитков в общественных местах. Также предусмотрена административная ответственность, у нас очень много несовершеннолетних привлекается за нарушение правил дорожного движения, да? То есть за все эти виды предусмотрена административная ответственность. Еще у нас следующая, она более-менее очень, жесткая. Какая ответственность, я уже отметила? Уголовная, да? А уголовная ответственность наступает по вот этому закону. Называется он Уголовный кодекс Российской Федерации. Я думаю, тут есть уже лица, которые с этим столкнулись. С какого возраста у нас наступает уголовное? Закон говорит, то есть Уголовный кодекс, что по общему правилу уголовная ответственность наступает 16-летнего возраста. Но есть статьи, то есть преступления, за совершение которых уголовная ответственность наступает 14-летнего возраста. Какие же это? Нет, не только. Это очень, очень тяжкие преступления. Вот я вам зачитаю. Потому что некоторые думают, если я несовершеннолетний, мне за это ничего не будет. Нет, ничего подобного. 162. То есть сейчас я вам зачитаю специально, чтобы вы об этом знали. За совершение убийств, то есть причинение смерти другому человеку, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, причинение средней тяжести вреда здоровью, за похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кражу, грабеж, разбой. В основном несовершеннолетними совершаются какие? Кражи, грабежи, разбои, вымогательства, да? За эти преступления всегда наступает уголовная ответственность 14-летнего возраста. То есть кражу, изнасилование, насильственный сексуальный характер, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, за террористический акт, за захват заложника, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за хулиганство при отягчающих обстоятельствах, за хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, приведение непригодных транспортных средств или путей сообщения. За вот эти преступления уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста. Но не забывайте, если вы думаете, что могут вас привлечь к ответственности, то с 14, да, 14-летнего либо с 16-летнего возраста, если даже и вы совершите преступление и административные правонарушения до 14-летнего возраста, есть все равно наступает
Последствия. Да, не думайте, что вас не будут привлекать. Есть всегда последствия вас, то есть в том числе во время, то есть за совершение правонарушения административных преступлений до достижения возраста привлечения уголовной к административной ответственности, вас поставят где? На профилактический учет в органах и учреждениях системы профилактики. Это в школе, в техникуме, в вузе, где вы будете обучаться. Это во-первых. Во-вторых, обязательно поставить на учет комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Подразделение по делам несовершеннолетних органов полиции. Также, если ваша семья, где вы живете, воспитываетесь, является неблагополучной, также вас поставят на учет в реабилитационных центрах для несовершеннолетних, в отдел социальной защиты населения. Также за совершение таких противоправных деяний можно, ну и не только можно, но и направляют в соответствии с законом по решению суда специальные учреждения закрытого типа. Есть у нас на нашей территории было одно учреждение закрытого типа, это школа. А вот таких подростков вашего возраста, если совершают правонарушения, административные преступления и продолжают совершать, то есть не один раз направляем по решению суда специальное учреждение закрытого типа, то есть закрытый техникум в другие регионы. Следующее – это вид ответственности материальной, то есть за причинение ущерба, вреда вы не забывайте, что вы должны нести материальную ответственность, то есть возместить причиненный ущерб. Заканчивается. Да. Надо ему всего лишь показать, иначе не успеем. Мы уже устаем. Так, вот на примерах хотела еще пару примеров. Некоторые думают, ну ладно, мы там первый раз совершим, ничего нам за это не будет. Вот недавно осудили 2 подростков. Оба подростка были ранее судимы, один был за кражу, а другой грабеж. Ну, как бы первый раз им закон дал шанс исправиться, да, ну, назначили условный, назначили решение свободы условно. Ну, подростки не стали исправляться и решили у другого сверстника похитить сотовый телефон. Затеяли с ним ссору специально, при нем же похитили. Что случилось с этими подростками, как думаете? Да, грабеж, правильно. Это открытое хищение, кража это тайна, когда никто не видит. Да, грабеж это открыт, когда видит. То есть при потерпевшем они украли телефон. Предварительно до этого нанесли ему побои ногами и руками. Их обоих этих подростков на днях осудили. И дали ему реально обоих. Отправили их в воспитательную колонию. Плюс прибавили тот срок, который... Еще прибавили, да, за который они были ранее осуждены. Условно. Этот срок тоже прибавили. Условно осуждение отменили и прибавили этот срок. Да. Так, еще по поводу последствий. Еще одно последствие, какое может наступить. Не забывайте, у нас в МВД есть такое подразделение информационные центры. Вот это преступление, все они фиксируются. Совершили вы правонарушение преступления, поступает в орган полиции сообщение. Все это регистрируется. Если вы в будущем захотите поступить, либо получить образование, специальность и работать в дальнейшем в государственных органах и в правоохранительных органах, если в отношении вас было уголовное преследование, да, то у вас уже в эти органы никто на работу не возьмет. Понятно, да? Еще, знаете, мне о чем хотела сказать. Сейчас вот наступило лето, как я уже отметила, постоянно изучаем в отношении подростков, в том числе и студентов техникумов, которые помещают в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Совершают в ночное время различные административные правонарушения. Закон говорит, что если их родителям не могут передать в течение 3 часов, то такие подростки помещаются в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Как правило, у нас в техникумах обучаются не только городские ребята и девчонки, да, но и есть и приезжие из разных районов и городов республики. Но в данном случае очень тяжело в течение 3 часов передать родителям. Естественно, мы их помещаем в Центр временного содержания. Некоторые
ну, чтобы в дальнейшем передать родителям. Но за совершение правонарушений, естественно же, вы же несете в дальнейшем ответственность. Еще хотела отметить, некоторые подростки, которых поместили в этот центр, пытаются оттуда убежать. Недавно был один подросток, его по решению суда, в отношении него было решение суда о помещении его за совершенные ранее им общественно опасные деяния. Было решение суда о направлении в спецучреждение закрытого типа, да? Пока путевку не получили из Минобразования, его поместили в центр временного содержания. Чтобы убежать, подросток решил убежать и совершил еще одно тяжкое преступление. Ударил гантелью воспитательницу по голове. То есть совершил тяжкое преступление. И что сейчас, чем может дело грозить? Вместо школы поедет куда? В тюрьму, в воспитательную колонию. В принципе, у меня все. Если есть вопросы, можете задать. Вопросы есть у вас? Все понятно. То есть в любом случае закроют, имейте в виду. Да, если вы не прекратите, не исправите, в любом случае закроют. Каких-то учреждений нету, и центр временных нарушителей, да, где могут закрыть, и спецшколы есть закрытого типа, и воспитательная колония это самое крайнее. То есть имейте в виду, нельзя нарушать закон, поэтому есть ответственность за это. По поводу вот еще ДТП, тоже вот предыдущий выступающий говорил. Вот один студент одного техникума, не помню сейчас. Два товарища приехали на учебу, все хорошо, у одного на машине один управлял автомобилем, другой решил без его согласия прокатиться. Сбежал от занятий, ехал по городу, ну и прав управления, и водительского удостоверения у него не было, и совершил дорожно-транспортное происшествие. В маршрутке была женщина, беременная, на 9 месяце. Она упала, сразу случился у нее выкидыш. Что с этим подростком? В один миг он совершил преступление за свой необдуманный поступок. Не забывайте, за угон автомобиля предусмотрена уголовная ответственность. А тут еще тяжкие последствия наступили. Женщина потеряла ребенка. Спасибо. Спасибо большое, Борис. Вот у нас есть видеоролики, наш один, наш два. Есть, да, вы обратите внимание там. Нашли? Там буквально по 30 секунд они идут. И есть еще один видеоролик, 15 минут идет. И все, мы закончим. Долго, да? Ну сейчас, тогда может быть, давайте мы по 30 секунд вам ролик покажем, тогда если устали.